Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно». Канал Якутия-24. Петр Цепандин традиционно с вами. И мы, как всегда, находимся в ресторане «Мусхая», нашей уютной гастростудии. В гостях у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, приветствую. И к нам в гости сегодня пришел Владимир Баланец, профессиональный спортсмен, пауэрлифтер. Ой, я если начну перечислять, чего только не добился Владимир, то время передачи не хватит. Самое главное я скажу. Трехкратный чемпион мира, вице-чемпион Олимпийских игр в Лондоне. Так, Владимир, приветствую и сразу говорю тебе спасибо большое за то, что любезно согласился прийти в гости к нам. До передачи я тебе объяснял, сейчас тоже еще раз продиктую, скажу, у нас кулинарное ток-шоу, нам надо что-нибудь приготовить, и поэтому традиционный вопрос, который уже всем набил оскомину, с чем ты к нам сегодня пришел, что будем делать? Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Семен, спасибо за приглашение. Сегодня я предлагаю приготовить диетическое блюдо, это роллы по-вьетнамски. Роллы по-вьетнамски. Да. Ага. А почему именно выбор пал на этот продукт? Ну, так как я спортсмен и перед соревнованиями я соблюдаю диету, чтобы не набирать вес, где-то приходится и скидывать, потому что люблю вкусно покушать и вкусно приготовить. Да-да-да. Вот, А это все диетическое спортсмены, скорее блюдо, всего, да. так. И вот и время от времени я его готовлю, очень вкусное, питательное, сытное. Ага. Ну, то есть именно баланс, да? А вот сразу такой вопрос. Как спортсмен, ты сильно следишь за питанием вообще? Ну, допустим, вне тренировочного цикла? Или Нет, без? тренировочные, ну, скорее всего, нет. Не Скорее сильно? всего, нет. Ешь Не себе сильно, подряд. да, вот я люблю вкусно покушать, так как я люблю готовить. Готовлю я где-то с 4-5 лет, меня мама уже научила макарошки там варить, яйца пожарить, ну, что-то даже рис, кашу там, Ничего да, себе, это, самостоятельный гречку. ребенок. Да, рос, да, да. 4 года? Да, да, Ага. вот как-то вот у меня развитие, наверное, пошло очень быстро. Я вот уже в 4 года мог себе даже макарон сварить. Ага. И мама уходила на работу, я оставался один. Бывало после детсада, да, там, ну, сначала детсад, потом один уже, наверное, в 5 лет уже, да, уже перестал ходить в сад и мог себе приготовить, там что-то подогреть. Когда пошел в школу, в 3-ю, я что-то проморгал вспышку, когда все ребята, мои одноклассники, пошли на кружок, там, пилить, стругать, это ну, как трудов. Да, да, да. Я проморгал, мне не хватило места, но остался один кружок, назывался, я помню, «Хозяюшка». Да, я думаю, ну как так-то, еще само название «Хозяюшка». Думаю, как-то стрёмно. Даже не домоводство, Да, а да, не да, готовка. да, да. Хозяюшка. Он в Залоге находился, Ага. да. Сейчас напротив 3-й школы, вот он, я помню. Сейчас новая уже 3-я школа, там построили же Так, 3-ю так, школу. ага. Вот, восстановили. И я сначала что-то как-то мне это было не по себе, как-то, ну, как это сказать. Ну, не, Одно в своей, название, не да? в своей тарелке. Да, да, да. Ну, конечно, да. Ну, я думаю, ладно, посмотрю. Какая еще Прихожу, хозяюшка, да? смотрю, а там одни девчонки. Я думаю, давайте, я в малину попал. Так вот, я там готовил, они для меня готовили, они меня кормили. И я еще вокруг, среди прекрасного пола, Ага. вообще я там в малине был. Ну, И круто. все замечательно, да. Ну, Но я не помню, там годик, что ли, вот это вот прошло. Везение, Научился, да. Я даже до сих пор помню, что чему меня там научили. Понятненько. Ну что ж, я думаю, пора начинать. Так. Да, что-то Пора делать. приступить. Да. Объясняй, Так, ну мы что, можем нам помогать. готовить в целом, я имею в виду, жарко, варка, парка у нас сегодня Нету. отсутствует. Нам главное порезать овощи, рыбку. Классно порезать. Да, Аккуратно. мелко-мелко, да. Мы делаем это суть, ну, роллы, да, это как шаурма. Шаверма там, ну, Шаурма, шаверма. Да, да, да. Где в Питере, где в Москве. Хорошо. Так, ладно. да. И мы во что-то заворачиваем. Да, и заворачиваем в рисовые блины. Рисовую А рисовые блины мы будем размачивать около минутки, класть и туда все разлаживать, Ну заворачивать. все, я все-таки предлагаю, может быть, сообща делать, да? Ну, хотя, как согласен. Давай можно сначала капусту. Так, Петру дадим капусту, он Капусту. может ее самое тяжелое прополоскать. мне дали, ну ладно, пусть. Прополоскать, так. Прополоскать. да. Да, это мы еще не полоскали, а это уже вмытые, Да. по-моему. Да? Надо их раскрывать. Раскрывать и листьями. Да, да, да. В школу я пошел в 92 году. Отучился 9 классов.
После 9 я ушел. Хотел очень поступить на программиста, оператора ПВМ, по строителей. Там был колледж. На строителей был колледж. ЕГТ. Да, ЕГТ. Да. Да. У них компьютерный класс был уже в 90-х. Да, я да, да, помню. да, да. У меня друзья были, мы ходили туда, они тайком нас пропускали, мы ночью компьютер. Я там курсы проходил, тоже в компьютер. контру играли. Я компьютерщика проходил, там информатики, курсы информатики я там проходил. Да. Класс большой был, ага, так. Ага. Так, ну вот, и куда хотел поступить, можно поменьше? Поменьше нож? А, да, держи. Можно потише, хотел сказать, ну ладно. Так. Так вот, и не смог поступить, ну что-то вот там с математикой было, то ли что, что-то как-то проваливал вступительный экзамен. Ага. Обычно в таких случаях мы говорим, ну, не судьба. Не судьба, да, вообще не судьба. А не судьба также, когда 18 лет мне было, я очень хотел пойти в армию, пришел в военкомат. Говорю, возьмите меня по контракту в армию. Мне сказали, иди отсюда, мальчик, больше сюда не приходи. Мальчик. Да. А я очень хотел в армию почему-то, вот я не знаю, 18 лет я думал, пойду в армию по контракту, там, в разведку. Все, а потом, я только начал заниматься тогда спортом. Вот. Вот, только, да, только начал. Как это Пришел я в произошло? спортзал, я учился, вот после 9 я ушел, не смог поступить в ЕГТ и пошел, обратно в школу не стал возвращаться, пошел в вечернюю школу. А вечернюю школу у нас открыли в клубе Островского, в Залаге. Клуб Островского — это клуб слепых. Ага. И вот. Пошел туда, и там 10 класс начал учиться. Учился, и эту вечернюю школу только открыли. Вообще его начали развивать, этот клуб Островского. Открыли в этом же году спортзал. Вот где я первый раз увидел штангу и узнал, что я могу стать спортсменом великим. Ну, то есть понимание о том, что ты можешь стать спортсменом, сразу пришло? Да, да. Тронуло, такое, Это было зимой, мы с другом. А до этого ты не знал, что ты очень сильный? Нет. Ну, как бы у нас частично благоустроенная квартира, ведра приносная и выносная система. Ну, я сами что? уже, наверное, это была моя основа, да, Ну. укрепляли связки, там как-то мышцы наращивал уже ведрами, выносил, приносил. И вот, может быть, это тоже дало свой вклад. Ну, конечно, да, каждый день учил. Да. Ну вот. Как я пришел в спортзал? Зима, вы знаете, да, там, это сейчас уже автобусы, тогда еще начало 2000-х, государственные муниципальные автобусы ходят редко, пешком лучше, быстрее, тем более по району, по своему. Надо куда-то было добраться с одной точки в другую. Может быть, даже поменяться там картриджами, дискетками, да, что-то с этим связано. Ну и вот, и перебежками зашли 50 градусов, зашли вот в клуб Островского погреться. Туда заходим, слышим, там железо шумит, тренировка, да, Разгорит. тренировка прет, там кого-то что-то там давит, грузит, там. Смотрим. Открылся спортзал, до этого не видели. И там знакомимся сейчас он стал моим другом, тогда я его еще не знал. Поставили спортинструктора Дмитрия Захарова, спортинструктор по пауэрлифтингу и армрестлингу. Ага. Ну и вот. Ну, Он говорит, ребята, что... Конкретные силовые виды, ну. Да. Ну, он говорит, ребята, что вы просто так будете там сидеть, там, да, понятно, грейтесь, конечно. Ну, давайте, вон, приятное с полезным, давайте штангу, вон, разогрейтесь быстрее. Можете попробуйте, да? Ага. И все. Ну, сначала ложится мой друг, штангу жмет, а он решил сразу проверить максимум. Ну, чтобы не то, что как можно, да, вот штангу вообще, вот, чтобы построить план тренировок, надо сначала узнать у человека максимум. Сколько килограмм его задавит. От этого уже отталкиваться, сколько ему работать, какими весами. Ничего себе, даже Да. так, что ли? Ну и вот, Они опасны сразу там на не, травму? ну, конечно, есть ассистенты, вон там рядом. Ну, просто с каким весом ему будет уже трудно. Комфортно. Какой максимум он сможет сделать, я, может, неправильно выразился, да, задавить, это я так, шуткой. А дело в том, какой максимум он сделает на один Ну раз. да, понятно, Да. физиологические особенности, Да, у каждого да, свой да, предел, да, там, да. типа такого, да, И понять вот, сразу. и навешивает постепенно штангу другу моему. Он весил на тот момент, наверное, килограмм под 70. Смог
пожать только, ну, наверное, свой вес. Свой Ну, вес там около 70, да, и он уже не смог это тяжелее. Жим лежа, жим штанги лежа, лежа, да. Но вообще считается, если ты свой вес, что ты красавчик. Ну, это Правильно? да, Ну, для считается. среднего человека, Да, для обычного да, человека. Я 70, ну, наверное, смогу. Ну, это хорошо, не да. знаю. Ну вот. А когда лег я свой вес вообще там не чувствовал. Он мне Одной рукой? навешивает, да, 50, а мой вес был 35 килограмм. Так. ага. Да, на тот момент 35 килограмм. И дошел я до 75. В 2 раза больше своего Ну, веса. круче, чем муравей, ну. Вот Вот. так. Ну, муравей, конечно, 8. Я, может, думаю, да, кстати, вот, может, что-то есть, какой-то ген муравья во мне содержится. Шучу, конечно. Да. Ну вот, и он удивился. И говорит, блин, Володя, ты прирожденный чемпион, самородок, надо тебе дальше продолжать. Если ты уже вот тренироваться, час, да. типа, да, без тренировок, без этого. Да. То есть, А есть- если есть- ты, есть да, откуда больше расти дальше, уже. и все, да, Ну. и сможешь. Начал приседать, тоже присел что-то килограмм 100 со штангой. Да. Мой максимум, я же раньше занимался троеборьем, пауэрлифтинг это тяжелое троеборье. Да. Но также есть отдельные виды, да, вот как у меня жим лежа. Вот, когда я занимался Лежа, приседания, троеборьем, напомни, пожалуйста, и, по-моему, становая тяга, да? становая тяга, да. Так, ага. Вот, когда я занимался троеборьем, мой максимум в приседании был 240 килограмм, при весе 45. Я выполнял мастера спорта, выполнил норматив мастера спорта, набирал уже норматив международного класса, но на тот момент его прибавили. Вот я уже собрал все, а эти соревнования, то есть это звание дают только на статусных соревнованиях. Там, Ну да, где да, квалифицированные России, да, судьи, квалификационные, да. да, И вот разрядные я судьи, поехал, а там так. в этот момент его повышают на 30 или 40 килограмм. Из-за этого я не смог выполнить международного класса. И выполнил только мастера спорта, а потом поехал на Паралимпиаду и сразу стал заслуженным мастером спорта. Я, получается, перепрыгнул через международного и стал... Ну да, сразу заслуженно заслуженным. дают до международные старты, и да, если там до какой-то успех, да, по-моему, медали. Заслуженный дают в разных видах спорта по-разному. Ага. Но если солонка, лучше вдоль. Вот так. Ага. Так. Вот, и если ты становишься призером Паралимпийских игр, Олимпийских игр, Ну да. дают сразу заслуженного. Да. Или там какие-то баллы надо набирать, там сколько-то чемпионатов мира выиграть, там Европы, тоже там какой-то, там своя система в каждых видах спорта по-разному. Так вот, когда вот с другом познакомились, с Дмитрием, он тренировался в Мадуне. И вот он позвал, говорит, пойдем в Мадун, там есть тренера, познакомили тебя тоже там первоклассные, там статусные. Будем ходить туда. Ну вот, ходили с ним, тренировались. Через 3 месяца он меня позвал выступить на чемпионате республики по жиму лежа. Местные, вот здесь. Да, Так, уже через 3 месяца. да. Раньше каждый год в феврале проводились вот чемпионат республики по жиму лежа. А в декабре чемпионат силовых видов спорта. Там включался туда пауэрлифтинг, армрестлинг и гиревой спорт. Сейчас не знаю, как уже. Может, как-то по-разному они в отдельные Ну, по-моему, в разное отдельно. время. ага. Ну вот. И, насколько мне известно, вот 3 этих вида уже, по-моему, не делают. Ну, не суть. Так, и? Взялся за авокадо. Такая тонкая работа, это пипец. Очистить, да? Ага. Ну, хороший авокадо, мягенький. Супер. Так. Вот, мы начали ходить с ним. Я подготовился к чемпионату республики. И на первых своих соревнованиях я сразу стал абсолютным чемпионом. Сразу, Сразу. сходу. Пожал также 75. Мне этого хватило. 75 килограмм я стал абсолютным чемпионом. А дело в том, что у меня слабые, ну не то что слабые, наверное, большой вес это естественно, да, когда в 2 раза больше. И штанга давит на кисти, на запястье. Есть специальные кистевики, Обязывается, бинты. да. Ну, чтобы травм не было и все такое. чтобы кисти Страховка. ровно держались, да, и не давил. Ну и дело в том, что когда мой подход первый, и я до этого в кистевиках не жал, Дима мне дал бинты обычные, ну есть специальные, а эти обычные, там, как-то он там коротил их, говорит, вот намотаешь
пойдешь, пожмешь. Я говорю, хорошо. Он в этот момент уходит, я беру, думаю, а как их? И как боксер, короче, наматываю их. Вот так, да? Да, вокруг пальцев там выхожу. Судьи, я не знаю, как меня допустили, по сути, вообще не должны были меня допускать. А меня допустили, я пожал, они там в шоке. Они просто увидели, когда меня приглашали, наверное, хотели посмотреть, как так. Но они же видят мой вес и какой вес я заявил собственный, и какой, и вот. И они даже не обратили внимания, как я замотал. Вот я пожал и стал всё. абсолютным. Абсолютно чемпион. Да, да. Сходу Получил вообще. первую медаль свою в 2003 году. 2003 год, да? Ну, то есть ты очень хорошо помнишь, получается. Это первый старт твой был? Это первый старт, да. Ага, какой, а потом международный старт? Ну, то есть российский уже был, наверное, да, уже? Потом я еще выступал еще 3 раза. Здесь? Также, да, на Ага. таких, получается, 4 и 5. Я вот 3-кратный. А на Россию я поехал в 2004 году. Я познакомился со своим тренером Давыдовым Петром Николаевичем. И он мне разложил весь план, как можно стать олимпийским чемпионом, великим человеком и покорить мир. Ну, то есть практически это же цикл же, да, 4-летний у олимпийцев? Да. Вот как раз в 2004 году прошла Олимпиада в Афинах, и он только вот недавно стал тренировать, получается, я не знаю, там, может, до меня года 2. И вот у него уже были чемпионы по троеборью. И он в 2004 году увидел, что есть жим лежа по паралимпийским видам спорта. И увидел там спортсменку, самую титулованную в нашей сборной, Тамара Подпальная. Она выступала на 6 соревнованиях паралимпийских игр. У нее 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы, если я не ошибаюсь. Вот. И на тот момент он ее увидел, и увидел, что такие люди, как я, маленького роста, крепкие, могут стать. И предложил, говорит, надо, ты Попробуй. можешь. Да, тем более с твоим потенциалом, увидев меня, предложил мне поступить, где он работает. Это Республиканский центр профессионального обучения и медико-социальной реабилитации инвалидов. Это по Сергеляжскому шоссе. Вот, там дают профессию, не дают образование. Там, получается, учишься год, какие-то есть профессии, какие-то 2. Вот, я там закончил 3 профессии. Это обувщик, вот, унтымук. На тот момент вот сдавал дипломку, унты сшил. А потом вторая моя специальность — изготовитель художественных изделий из кожи и меха. Это панно, сувениры из кожи и меха. Очень красивые. Кстати, я думал даже бизнесом заняться. Вот можно поставлять куда-то за границу, да, очень красиво. Вот когда я ездил на соревнования, брал с собой, дарил, людям очень нравилось это. Ну, правда, красиво. У нас делают вот такие вещи из кожи и меха. Народные изделия. И третье, да. И третье — это пекарь-кондитер. Пекарь-кондитер. Да. Ну, чему только ты не учился, получается. Как? Чему только ты не Да учился. вообще, да. Ага. Вот. И там вот я учился. Так, что мы делаем? У нас почти все готово. Нам надо рыбу, да? Да. Рыбу Рыбу. тоже, да? Да, тоже с соломочками. Рыбу что делать? У нас рыба это как бы это из нарезок все, да? Да. Хорошо. Ну пусть Семен режет, потому что я сейчас задам тебе вопрос еще один. Вот так? Вот. Международный первый старт. Да, Или- отлично. Да, как раз вдоль будет, да. Вот так, да? Международный первый старт — это был чемпионат Европы. Нет, это был международный турнир в Польше. Я стал, да, чемпионом там. Вес, кажется, если не изменяет память, 137 килограмм от груди. Вот. А потом на следующий год я поехал на чемпионат Европы в Грецию. Вот там стал по взрослым вторым серебряным, а по юниорам первый. Я тогда выступал, получается, в статусе Двух разных. да, этих, да, в 2 и взрослых, и юниоров. Вот. Оттуда вот и пошла моя карьера. А Россию я выиграл в 2006 году, и в этом году у меня 17-я Россия будет в апреле, 25 апреля, в мой день рождения.
Я выступаю, 17-й России, 37 лет. Вот. Надо же. И вот с 2006 года я Уже профессиональный спортсмен. 16-кратный чемпион России. То есть никогда не проиграл? Нет. И все рекорды России мои. Ну и ты вообще первый же человек, который писал историю как первый чемпион мира, такое же говорил, да? Да. По пауэрлифтингу. Да, по парапауэрлифтингу. Среди россиян. Ну, это Да. вообще тут А, надо реально В российской хлопать. сборной, да, не было золотых медалей у мужчин на чемпионате мира и Паралимпийских играх. Вот я открыл пока только мир. Ну вот, жду Олимпиады. Ну, знаете, по нынешнему положению, да, международному. Ну что да, вот, сильно загадывать не нужно, да, ну а да, вдруг, как говорится. вот пропустил 2 Олимпиады. Вот, Ну. получается, Рио пропустил и Токио, не по своей вине. Вот. Участвовал только на одной, вот лондонской, завоевал серебро. И это серебро было первое, которое попало в сборную копилку России. М. От меня пошел отчет медальный. Сразу же меня поздравил, на тот момент был Медведев. Нет, Нет, он был Путин. тогда премьер-министром, да, Премьер-министр. но он меня поздравил. Да, и поздравил Егора Афанасьевича Борисова. Сразу же позвонил ему и сказал: благодарим, что воспитали такого спортсмена, как Владимир, который принес сборную копилку. Вот. И тогда еще, да, что вот я удивился, и меня это обрадовало, что первый раз показали, транслировали паралимпийские, вообще в новостях не транслировали, а показали, что вот в России по новостям, что вот наши спортсмены завоевали и показали меня. М. До этого вообще не показывали. Паралимпийские игры вообще даже в новостях нигде, вот там в 4-м, каком-то 2000-м, не показывали, что проводятся такие Ну, есть, соревнования. есть, как бы, Да. А вот в 2012-м первый раз показали, и много спортсменов, которые пришли в пауэрлифтинг благодаря тому, что они увидели меня. Ну, Такого же оказывается, диагноза, как- маленькие, да, люди, они пришли. Сейчас в сборной есть люди, которые говорят: я тебя увидел, я начал заниматься и пришел вот. Слушай, Владимир, а тогда такой вопрос. Ну вот, сплав чего, то, что ты чемпион? Это талант, это врожденные данные, это генетика, либо это тренировки? Либо, ну, скорее всего, это какой-то Да, сплав объединенно, всего, да, конечно, но да, в процентном соотношении. Ну, Не каждый же может стать чемпионом при всем желании. чемпионом, я думаю, нет. У каждого есть свой талант, да. Какой-то Есть потолок, да, там, да, да. свой талант, что он может делать лучше всего, да. Я считаю, каждый человек, у каждого человека есть дар, Да. ну, что-то, да. Чем-то он может заниматься тем, что вот он, Кто-то хорошо поет, да, ну, согласен. условно, да. да. Кто-то хороший Ну, а бизнесмен. в плане спорта ну, есть, да, потолок. Нету так, чтобы мог каждый человек стать. Ну да, бесконечной расти невозможно. Ну, допустим, бег на 100 метров, ну, рекорды обновляются очень редко, да, ну, то есть быстрее там 9 секунд выбежать практически невозможно. Ну, человеческие особенности, например, Мгм, таковы. да, да, резервы есть Ага. какие-то. Ну вот этот потолок, он в голове. Все равно как-то Вот. он заложен, да, потолок. Да. Это инстинкт самосохранения, потому что тоже к этому нужно же подготовить, да, вот организм. Я же не мог сразу там 70, значит, у меня организм был, то есть 100, а у меня на тот момент был организм готов только на 70, связки, да, там суставы, а потом мы во время тренировок мы подготавливаем организм, укрепляем для того, чтобы увеличить вес. Да, Это- и причем ментально тоже достичь, Да, что, да. оказывается, я могу, да. Да, да. Как да, реклама да, Adidas, да. невозможное возможно. И вот это вот, ну, говорят же, да, есть такие случаи, уже зафиксированные, что во время страха человек может сделать Ну да, во время экстремальной невозможно, ситуации, да, прыгнуть взять там забор Это перепрыгнуть. что? Это значит, отключается, да, вот этот грань, потолок. Ага. Значит, мы вообще способны на многое. Просто вот этот какой-то предел, чип у нас есть, да, который вот реально, это он нас ограждает, ограничивает от каких-то либо там повреждений, там, наверное, да. Ну, вот, А так мы все Эволюция люди такое Икс, сделала. да, мы люди Икс, Люди Икс, стопудово, да. да, да. Ну, считайте, что в обычной жизни человек использует 10, так, Да, ну, да, максимум да, 15% да. своих физических возможностей. А вдруг там реально мы в Согласен. другую матрицу заходим, и раз, и мы такие крутые. Теоретически все могут. Так, ну что ж, А, так, хотел паузу взять. паузу У нас- делаем. Нет, нет. А, не паузу, а мы паузу разговариваем Да. делаем, Владимир. Вот у нас получается вода, тазик. Да, я предлагаю как. Я думаю, в Раз уже положено. у нас все готово, давайте сделаем. Будем приятно кушать и продолжать беседовать. Потому что мы еще не конец. Так вот, а встречи. наш вид спорта еще такой, он же
возрасте не ограничены, так как бокс, борьба, да, там, где вот есть функциональные там Мгм. какие-то там ну это вот, Да, на реакция. реакцию, Да, на замедление реакции, быстроту, всё да, вот. Ну да, художественная гимнастика в 30 лет, ну, прийти, ну, вообще нереально, ну, условно. У нас вот в 2012 году, когда мы участвовали в Лондоне, самой старшей участницы, женщина, ей было больше 50 лет, она стала 4-й. Она выжила от груди штангу, ну, не могу точно сказать, да, 100, ну, там около 120. Мгм. Это, как говорится, это сила воли плюс характер просто. Согласен, да, терпение и труд все перетрут. Ну вот у нас вид спорта такой, он невозрастной, так что я рассчитываю еще 2-3 Кладу, вы олимпиады. вытаскиваете, Да, так, кладем аккуратненько, да. То есть еще цикл такой, да? Еще 2-3 цикла уже еще пройти, получается. Ну, надо пожелать тебе успехов еще, чтобы золото Да, покорилось. сейчас вот тоже не все от нас зависит. Можно полотенчик? Так, Вот когда уже гнуться начинает, можно доставать держи. и Так, чуть-чуть, да? Всё. А можешь прямо туда положить, да и чуть-чуть когда уже просушить, видимо. могут гнуться, можно доставать. Потому что они еще будут дальше размыкать. Ну, мы сделаем сначала по одной, и потом будем смотреть, как все. Мгм. Так, на чем я остановился? Остановились на том, что я еще один вопрос задам. Ты много где был, скорее всего, да? Соревнования, благодаря и все прочее. Так, какая страна больше всего понравилась? Я люблю Китай. Так, Я люблю Китай и Дубай. Китай и Дубай, Дубай. Арабские Эмираты, да. Ага, а почему? Ну вот как-то в Китае я вот не рассказал, да? В 2008 году я должен был участвовать на Паралимпиаде в Пекине. Мгм, Пекинская Олимпиада была. Да, но чуть-чуть мне не хватило, 2 килограмма не хватило для того, чтобы по рейтингу Путевку попасть, получить. да, Путевку попасть по рейтингу вот, на участие на соревнованиях. 2 килограмма. И надо сразу размакивать дальше, да. Надо на полотенчик. Еще одну, да? А давайте мне сюда, я сюда положу. И вот не хватило 2,5 килограмма, но с тренером мы провели такую работу, чтобы поехать в качестве резервного спортсмена. Если кто-то бы не приехал на соревнования, не участвовал, то я бы мог бы участвовать. Но так как все приехали, я не смог участвовать и был как зритель. Посмотрел, поддержал наших спортсменов во время выступления. И в тот момент мне очень понравился Китай. М. Какая там дисциплина, да? Какой там менталитет, как вообще вот люди живут при таком огромном количестве людей. Казалось бы, муравейники, да? Да, Насколько да. И упорядочено. какой там порядок, да, там вот, даже вот на дороге той же взять, да? Как они вот, так, мне надо капустку, можно? Капусту? Давай вот так. Это я протру и капусту. И вот, и то, что там вот люди всех возрастов занимаются спортом, гимнастикой, ушу, кунг-фу, да? Мгм. И вот это вот. Даже во дворах вроде. Да. Ну, у я них- это у них видел, это да, вот национальная прям идея. выходят по вечерам и начинают, там музычка играет, и вот они там, вот эти плавные движения, вот это вот дыхание, цигун, это вообще, это просто бомба. И вот мне понравилось. Правда, вот давно там не был, я туда ездил еще лечиться. После этого, какой год, не помню, 15 или 16, я во время подготовки к Лондонской Олимпиаде травмировал плечо, надорвал суставную, как получается, крепление Мгм. плеча, суставную капсулу надорвал. По сути, это вообще травма не лечится, так как мне сказали потом хирурги, да, когда я сделал МРТ, что там нету кровообращения. Это Питание не приходит, и Да. все, это начинает отмирать потихоньку. да, или оно оторвется, плечо вылетит, или надо самому как-то укреплять. Сказали, что делают операцию, надрезают мышцу бицепса, натягивают на плечо, вгоняют шуруп, и оно держит плечо. И ходишь как терминатор, наверное, там, я не Ага. знаю. Ну так это типа самый лучший способ. Мы отказались.
я стал лечиться всеми способами. Я делал прижигание, это вот нетрадиционная медицина. У меня есть шрам здесь, это такие сбор трав. Да, тюн, по-якутски, тюн, вот. Ага. Да, вот кладут, поджигают, и она прям до кости. Да, терпишь. там, вау! Она у меня 2 месяца да, заживала. Да, чтобы внутренние ресурсы проснулись. Это чтобы иммунитет туда в эту область, да, идет в прилив эту область и крови, заживает всё все, что да, в этой области. Начал заниматься цигуном, Давай поменяем. кинезотерапия. Что я только не испробовал. Я 5 лет лечил свою травму. И 5 через лет? 5 лет я сделал снимок МРТ, и моя травма благополучно Как будто и не было. зажила. Даже Там следов не было. все в шоке. Не, ну как бы там рубцы, наверное, что-то было, я не знаю. Но дело в том, то, что та травма, которая не должна была зажить, она ее не стало. Это все. Так. Да, но это рисовая бумага, да. Ну, я вообще не Или знаю. можно это сделать на доске, скорее всего? Она прилипает. Нет, ее высушить надо. А, Вот полотенчика нужно для того, чтобы высохло. Потому что если воду не убрать, она будет дальше Да, я да, пропитываться водой и Еще больше это. Еще Так. больше ливнуть. вот чуть-чуть они такие вот хрупенькие, да. Но если приловчиться, Да. все получается. Так, ну вот я залечил свою травму. Очень много людей мне помогло на тот момент. Спасибо всем. И я уже был готов к Олимпиаде в Рио, но вот не смог поехать. И тогда прошли альтернативные игры. И на тот момент по результатам я стал 3-й. Чуть-чуть не доработали, потому что были какие-то соревнования за 2 месяца. Там. Мы уже понимали, что мы не поедем. Или за месяц. Поехали на всероссийские, и там я выложился. Результат сделал больше. Ну, хороший результат. А для организма нужно восстановление хотя бы месяца 2-3. И нам говорят, что будут альтернативные, и мы едем, там я чуть меньше жму. А на тех соревнованиях 180 я бы стал бы 2-м по альтернативным, по сравнению, да, если в Рио бы я поехал. А на альтернативных я 175 от груди, пожалуй. Из-за этого по сравнению стал 3-м. Вот. Вот так я и вот и дальше шел потом уже к Пекинской Олимпиаде. Если тяжело, значит в гору, значит на правильном пути, да? Значит надо готовиться к Франции. Следующий этап. Да. Да, 24-й. Да. Ну, Если не Франция, потом я не знаю следующий. Надо посмотреть, после где- Франции, да. Где вообще, да? Еще до 50 лет я вот беру пример с этой женщины, да, Ага. которая вот выступала. Ну, и у тебя стала. вообще все впереди. Вот. То есть, получается, Так что учитывая, что тебе 37, ты можешь Да, еще, да. еще 3 цикла выдержать. Главное, легко. да, главное вот, чтобы не было травм, чтобы суставчики. Как раз таки они с возрастом могут и более ярко выражены. Конечно, да, да. Вот и вот Китай сейчас вот закрыт. Я бы ездил каждый год, 2 раза в год на восстановление. Это иглотерапия, там, банки, да, все, что нетрадиционная их медицина, я просто уважаю и вообще люблю Китай. Так, пускай мы- Так, у нас второе пошло. Владимир, я понимаю, вот, жизнь профессионального спортсмена – это непрекращающаяся работа, да? А как ты отдыхаешь? Отдыхаю. Я люблю музыку. Я вот начал обучаться на игре, Гитаре, я знаю. да, игрой на гитаре, да. Уже одну песню разучил, все никак вторую начать не могу, да. Да. И разучил пачку сигарет Виктора Цоя. А, Вот, а сейчас кукушку Виктора Цоя. Вот начал с Виктора Цоя, да. Самая Просто легкая играешь, вот поешь? пачка. А? поешь там? Да, да, Да? Да. Играешь и поешь. да, да. Ну, круто. Надо было гитару, да, с собой? Да, ну, Чуть-чуть. С басом. Семен, в ресторане нет гитары случайно здесь? Нет. Сейчас мы настроенный. Слава Богу. Слава Богу, да. А еще я знаю, что ты неравнодушен к оружию. Да, холодное оружие – это моя слабость. Как-то вот, я не знаю, с детства это все пошло тоже. Так же, как Ну, у всех готовить. мальчишек же, Я да, а потом это Я остывает. коллекционировал ножи, вот у меня был такой нож. Бабочки, помните? Бабочки, да? 90-е годы, это Ну. Китай, да, китайский рынок, там все бабочки, там от такого. И вот у меня была такая, всякие выкидки, там вот. У меня был
ящичек такой на замочке. У меня есть младший брат, может, знаете, Роман, да? И вот я от него туда, ну не только от него, конечно, он туда посягался, там, самый первый. Ну а так я увидел в фильме «Один дома». «Один дома», да? Смотрели? Маколей Во Калкин. второй части, да? Маколей Калкин, И ну. там вот у него был чемоданчик такой, там всякие оружия, у него какие-то вещи, там замочек. И вот я тоже захотел, вот, нашел ящик, там замочек китайский, и вот у меня там все деньги складывал, там копил. Ну вот, а ножи, не знаю, как-то вот по ножам начал вот прям вот гореть. Сейчас у меня 2 батаса в коллекции. Якутских, да, или как? Да, да, Ага. наших. Потом у меня есть 2 шашки казачьих. Я учусь фланкировать. Вот это вот под мой размер сделали на заказ. А, ну вот это, Да, вот да, это, вот, такое, да, это. фланкировка, да, крутить. Как Есть называется еще раз? фланкировка. Фланкировка. Фланкировка, да. Ага. Вот у меня около Ну, 10. это как ушу, короче, вот так. Ну, Да, ну, да, ну да. по-казацки, да? Да, да. Ага. Ну, это вообще это. Вот ролики смотришь, женщины, Да. девушки, девочки, вот тоже даже Ну, опасно. фланкируют вообще. Да, Они надо, же конечно, острые. это. Ну, конечно, а, это бывают тренировочные, да, ну, допустим, есть не деревянные. острые, да, есть деревянные. У меня тоже не острые, я не затачивал. А, Вот, потому что Ну, не дай их бог. также затачивать можно. Раз в ухо Это отрежет. уже рубка называется. Тоже есть вид спорта, казачий такой, рубка. Там хворост рубят, что ли, тоже от толщины. Вот есть фланкировка, соревнования по фланкировке, а есть вот рубка. Это уже потом, другая стадия будет. Вот. Так, и около 10 ножей. Что у меня еще? А сейчас, к своему дню рождения, я заказал себе катану. катану японскую. Да, японскую катану. Прям Как, с Японии, как да? в «Убить Билла», да? Да, они заказывают. Вот заказал в Москве, а они заказывают с Японии. М. Прям вот, да, настоящую. Вот тоже я вот хожу на тренировку время от времени в Генсинкан. Знаете? Да, я знаю. Целестина Яновича. Целестин, Вот, он Целестин. меня обучает вот работе с катаной. Кстати, Целестина тоже надо, можно в гости позвать. Вот, Да, легендарная личность. пришла мысль. Во время, Шарайдо Кемпо же, да, по-моему, у него? да. Шарайдо Кемпо, да. Так, чуть-чуть я что-то переборщил, что ли. Что-то. Получается у нас? Но они размокли. Вот тут главное не упустить момент с этим бумагой. Так, а к массажу я пришел от того, что Аркадий Тихонович Прокопьев, мой сенсей по цигуну, сказал, что у меня хорошая энергетика и лечебная. Да. И вот и я как-то послушался, услышал его, да, и, ну, наверное, внутри себя я знал, что я могу лечить. Вот, и первое, что я сделал, это прошел курсы массажа, лечебного массажа медицинского. Вот, 2 месяца курс длился, получил сертификат. И вот заказал себе стол индивидуальный, массажный. Массажный. Ну, так, когда нужно, чтобы под себя все было на удобнее, маленьких чтобы ножках, да. да, чтобы там все, вес, энергия тела, все это совпадало там. Мгм. Так. И начал практиковать. А практикую на учебно-тренировочной базе, где я готовлю к соревнованиям, вот, в Тульской области. И вот там своих спортсменов лечу. О, нифига, я- Володя, оказывается, еще и массажист, типа, да? Да. Дома Ну и своих, пошла, поехала. своих лечу дома тоже. И как отзывы? Вообще супер. Если один раз человек у меня побывал, он придет еще раз. Это 100%. 2-3, но все зависит же от моего времени. Но тоже, как я не могу всегда помогать людям. Сразу меркантильный вопрос. А дорого берешь? Нет, в том-то и дело. Я это для себя. Я от этого тоже получаю удовольствие. Я не отдаю, наверное, всю энергию. У меня в тот момент, наверное, происходит взаимообмен, да, энергии. Я получаю то, что я люблю, я делаю то, что я люблю делать. И от этого я не трачу энергию. Также говорят, что, да, там во время массажа там кто-то на себя принимает там вот эти Ну вот да, витамины. так считается. Тут у меня нету, да. И это тоже еще школа Аркадия Тихоновича Цигуна. Там тоже Ну, надо который своей вот- энергетикой. Это же вообще энергия, которая вот Да, перетекающая. Да, то есть да, заходит, надо выходит. свою энергетику надо, как сказать, управлять своей энергетикой. Не принимать
лишнее, не отдавать лишнее. Да, вот это инь-янь, да, баланс должен быть. Мгм. Вот. Гармония, вот. Гармония, Я помню. да, Ну, согласен. китайцы же вообще же молодцы в этом. Вообще, я вот, в этом да, я и плане, говорю, да. что Китай, Всё когда-нибудь, все должно быть в меру. да, когда-нибудь Китай, вот он, Ну, не хотелось бы говорить, конечно, что когда-нибудь все будем говорить Да. по-китайски, но мне кажется, все к этому и идет. согласен. Как бы не банально это не звучало. Так, Семену нужна тарелка. Ну что ж, друзья, у нас потихоньку уже готово. Передача наша потихоньку близится к концу. Ну что, самое время пробовать. Пробовать. Самое время пробовать. Всем. Диетическое спортивное блюдо от Владимира Балынец. Или фамилия Правильно. же не Вот, склоняется. супер, да, да. По-моему, не склоняется, Да. не должна склоняться. А баланца нельзя говорить По-вьетнамски, да. по-вьетнамски. Ну что, Вот бон хотел бы аппетит, даже друзья. еще во Вьетнаме побывать. Вот. Приятного аппетита. Благодарю, взаимно. Легко усвояемый продукт. Легко, свободно и питательно. Питательно? Да, ну для спортсмена. Сама рисовая бумага, она очень питательна. Вот я не мог понять. Я вот один съедаю и наедаюсь от одного. Это много калорий, наверное. Нет, калорий Не так много, да? вряд ли. Ясненько. Ну что ж, действительно очень вкусно. Что ж скажет шеф? Отлично. Ну, у меня чуть-чуть косовато получилось, но вкус хороший. Мне нравится. Вкус очень хороший, сочетание. Еще классно, что авокадо свежее. Даже чуть-чуть такое вот оно. Ну, авокадо прям золотая середина. Не твердый и не переспелый. Авокадо, по-моему, это вообще все спортсмены авокадо используют. Да? Что-то там в нем есть, кажется. Так, Владимир, подытаживая, хочу тебе сказать большое спасибо, что согласился, пришел, показал, рассказал о себе, да, потому что, ну, действительно, таких людей Родина должна знать. Ну, то есть редкие чемпионы. Я хочу тебе пожелать, чтобы все-таки, несмотря на эти обстоятельства, чтобы у тебя и случился и второй, и третий, а может быть даже и четвертый олимпийский цикл, чтобы ты достиг своей цели. Вот, и хочу дать тебе слово, пожелание нашим телезрителям. Но я хочу сказать то, что вот то, что мы говорили в этой вот, до этого обсуждали тему, то, что человек имеет какую-то свою изюминку, да, свой дар, который нужно развивать. И нет ничего невозможного. Есть такие великие слова. Чтобы стать великим, нужно начать. А чтобы начать, не нужно быть великим. И я желаю всем быть великими везде и во всем. Всегда начинайте. Ну, прямо жизненный девиз практически прозвучал, да? Да. Ну что ж, друзья, а я Петр Цепандин. На этом потихоньку прощаемся. Владимир Балнец, Семен Тарбахов. Программа Спасибо. «Просто Благодарю. вкусно». Благодарю. Канал Якутия 24. Друзья, будьте здоровы. А мы что? Мы наслаждаемся прекрасной кухней. Как говорится, у нас все просто и все вкусно.